Эта премия для меня имеет особое значение, поскольку когда я поступил в КГМИ, Кыргызский государственный мединститут, первую лекцию нам прочитал академик Исакунович Ахунбаев. Я учился у дочерей Чинар Исаевна, Нелли Исаевна. Ну и вместе работаем с его внуками сегодня. Поэтому это, я думаю, коллективный труд нашей школы. Начинал свою школу в институте акушерства и педиатрии в 80-м году. Но за этот период подготовлены десятки кандидатов медицинских наук. Также есть доктора философии, человек 4, и докторов медицинских наук около 4 человека. Создана школа аллергологии и клинической иммунологии и педиатрии. Сегодня трудимся в нашей школе. Становление науки вообще в целом, если сказать, оно продолжительный, долгий и сложный вопрос. Поскольку в нашей школе всего 20 лет, это очень короткое время. Несмотря на это, под руководством ректора у нас разработаны на сегодняшний день стратегические планы развития науки в нашей школе. Это молодежь нашей школы, это наша надежда, поскольку это очень такие люди с видением будущего. Они являются, я повторяю, носителем английского языка. На них мы полагаем большие надежды, и поэтому мы открываем аспирантуру, докторантуру по защите PhD диссертации. И наряду с этим в нашей школе уже несколько лет существует соискательство. На ученом совете было так определены самые приоритетные направления развития нашей науки. Это прежде всего интеграция. Это имеется в виду аккредитация, вхождение в мировое образовательное, научное пространство. Далее, второй приоритет – это инвестиции. Инвестиции в нашей школе, в частности, имеют особенности. Во-первых, это внешние инвестиции. Школа является в течение уже 7 лет является грант-холдером программы «Темпус». Там есть пролонгация. Кроме того, у нас особое место занимает внутренние инвестиции. То есть за счет своего инкайнда, своего вклада. В этом плане у нас создан фонд развития науки. И далее, мы должны иметь, как вуз, брендовые лаборатории. Скажем, наличие собственной клинической базы, клиники Веданта, дочерними филиалами, это раз. Во-вторых, мы выпускаем журнал новой генерации, это Евразийский медицинский журнал. Журналу 2 года будет, но несмотря на это поставлена задача развивать это.